Здравствуйте, в эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Русские нацисты демонстративно расправились с кыргызами в московском метро. Это происходит на фоне грандиозного празднования победы над фашизмом на Красной площади. За что били? За нацию. В самих республиках Центральной Азии в этом году День Победы прошел без масштабных военных парадов. Главным событием всех праздничных мероприятий стала народная акция «Бессмертный полк». Должны помнить все поколения последующие. Россия отправила дополнительные танковые соединения в Сирию. Турецкие СМИ разглядели на российских кораблях замаскированные танки новейших моделей. Разгон митинга в Алма-Ате. Арестованы и его участники, и журналисты. Власти Казахстана расправляются с противниками раздачи земли иностранцам. Брат, объясните, за что меня задержали? Кто мне объяснит? Освободите меня! Самый странный и невероятный танец в мире. Кыргызские танцоры вышли в полуфинал популярнейшего британского телешоу. Шокирующие кадры были выложены в интернете накануне Дня Победы. Российские неонацисты жестоко избили в московском метро мигрантов из Кыргызстана. Это видео буквально взорвало интернет. Особенно широко вылазку скинхедов обсуждают пользователи из республик Центральной Азии. Вы как раз видите эти кадры, снятые камерами наружного наблюдения в вагоне метро. Примечательно, что сами нападавшие также вели видеосъемку избиения, которую позже выложили в сети. Они не скрывали своих лиц и были оперативно задержаны полицией. Дома у всех арестованных была изъята ультраправая атрибутика, которая может свидетельствовать об их принадлежности к радикальным подпольным фашистским организациям. Вот как объясняют нападавшие свои мотивы. За что задержаны? Побил неславянских, людей с неславянской внешностью в вагоне метро с группой. За что били? За нацию. Подобные атаки на выходцев из Центральной Азии далеко не редкость в Москве и в других российских городах. Только за последние месяцы скинхеды убили 9 человек во время подобных атак. По данным следствия, нападения на мигрантов члены националистических ультраправых группировок называют акцией «Белый вагон». Свои нападения они сопровождают нацистским приветствием. Но нынешняя атака вызвала огромный общественный резонанс, потому что видео было выложено в канун праздника Дня Победы. На расправу с гастарбайтерами в московском метро уже отреагировал президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Он обратился к россиянам во время своего вчерашнего выступления перед ветеранами Великой Отечественной войны и участниками марша «Бессмертный полк» в Бишкеке. Вот что в частности он сказал. От всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником. Сколько бы лет ни прошло, для нас это один из самых святых праздников. Сегодня мы вспоминаем тех, кто не пожалел своего здоровья, своей крови, не пожалел порой даже жизни ради того, чтобы защитить свою отчизну. В годы войны сотни тысяч беженцев и эвакуированных из прифронтовых городов из России нашли кров и пищу в домах кыргызстанцев. Простые кыргызские семьи делились с этими беженцами последним куском хлеба и одеждой. Многие из беженцев остались потом навсегда в нашей стране, стали кыргызстанцами. А дети-сироты нашли здесь своих новых родителей. Я хотел бы именно сегодня напомнить об этом гражданам братской России, где, к сожалению, сегодня поднимают голову современные фашисты, скинхеды. Марш «Бессмертный полк» прошел 9 мая и в Алма-Ате. Несмотря на проливной дождь, он собрал около 20 тысяч человек. Среди участников шествия теперь правнуки воевавших солдат. Марш стартовал у памятника героям Советского Союза Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой на площади Астана. Власти города перекрыли автомобильное движение на нескольких центральных улицах города, по которым прошел марш. Полк сопровождали машины времен Великой Отечественной. Колонну возглавлял БТР с казахстанским флагом, копией Знамени Победы и знаменем Бессмертного полка. Участники шествия пели военные песни, которые звучали из динамиков. Конечной точкой марша стал парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Там участники возложили цветы к вечному огню и почтили память погибших воинов.
Для нас День Победы вообще святой праздник. Я родилась после войны через 7 лет. Но я помню всегда этот праздник, даже когда он был рабочим днем. Он был бесконечно праздничным и бесконечно дорогим. Мы, дети, внуки, внучки, никогда не забудем эту трагедию. И мы никогда не дадим, чтобы над нами издевались, над народом, над землей. Должны помнить все поколения последующие после наших отцов. Вот мой отец брал Берлин. С самого начала ушел на войну в 16 лет. Как не гордиться этим? 9 мая в Узбекистане отмечают не как День Победы, а как День памяти и почестей. Тем не менее, в Ташкенте на неофициальную акцию «Бессмертный полк» собрались тысячи людей. Накануне президент Республики Ислам Каримов возложил венок к монументу «Скорбящая мать». Это произошло впервые за 25 лет. В этом году Ислам Каримов в своем выступлении также впервые использовал термин «Великая Отечественная война». Между тем, в Москве военный парад в честь 71-й годовщины Победы был не менее грандиозным, чем в юбилейном прошлом году, а в каком-то смысле и превзошел прошлый парад. Это и государственный, и очень личный, семейный праздник. Он стал символом священного родства России и ее народа. Накра! В параде приняло участие почти 10 тысяч военнослужащих, прошедших в торжественном строю перед президентом Путиным, который наблюдал за действом в компании своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева. Иностранные военные эксперты, посмотревшие парад на Красной площади, отмечают, что в этом году были представлены действительно новейшие образцы военной техники. Российское агентство «Росбизнес Консалтинг» также отмечает, что во время парада на Красной площади в Москве впервые показали новейшую зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф», хотя ранее заявлялось, что ее демонстрации не будет. В Киеве в этом году решили обойтись без демонстрации военной техники. Президент Украины Петр Порошенко под музыку военного оркестра возложил цветы к могиле неизвестного солдата. Накануне праздника Порошенко заявил, что без Украины победа Советского Союза в Великой Отечественной войне была бы невозможна. Слова Порошенко о роли Украины в победе над фашизмом стали своеобразным ответом Владимиру Путину, который 7 мая сказал, что Россия разгромила бы фашистскую Германию и ее союзников и без участия Украины. Свое мнение российский президент обосновал тем, что 70% человеческих потерь во время войны понесла именно Российская Федерация. Военный парад по случаю победы прошел в так называемой Донецкой республике на востоке Украины. Там демонстрировали военную технику, которая принимает участие в боях с украинской армией. Российским байкерам из клуба «Ночные волки» все-таки удалось доехать до Берлина, однако по дороге в европейских странах их ждал неприятный прием. В Праге в минувшие выходные одиозных байкеров встречали протестами. Иди отсюда, иди, Валерий. Скандальная слава мотоциклистов во главе с их лидером Александром Хирургом Залдостановым летела перед мотоциклистами. «Ночные волки» запомнили своей пророссийской позиции в Крыму во время аннексии полуострова и своей страстной любовью к Иосифу Сталину. А вот чешские поклонники мотопробега в честь Дня Победы, которые ждали байкера возле Ольшанского кладбища, где находится мемориал советским воинам-освободителям, эту часть истории «Ночных волков» порой пытались не замечать. Я уважаю пацанов за то, что едут такую дальнюю дорогу, чтить память, делают хорошее дело, почему нет? Это Бендеровский канал, да? Так что Путин все равно плохой будет, о чем говорить, да? Да здравствует Путин! Правильно понимаю, что для вас георгиевская ленточка в политике отношения не имеет? Нет. Это георгиевская ленточка, это символ Георгия Победоносца. Поэтому он на мне. Это символ святого великомученика и победоносца Георгия. Дело не в политике? Нет. В центре Праги на Вацлавской площади мотоциклисты проехали под улюлюканье, о котором потом под камеры предпочли не вспоминать. Ну а когда колонна в сопровождении полицейского кортежа и соратников «Ночных волков» из Чехии и Германии все-таки доехала до ворот кладбища, их окружили русскоязычные жители Праги и местные энтузиасты-реконструкторы. Это наше будущее! Это сыны нашего государя! У нас, наконец-то, в России есть государь!
Похлопаем Владимиру Владимировичу. Все эти наши передвижения больше похожи на тактическую операцию военную. Совершенно верно. К сожалению, как в 43-м наши деды, прадеды шли, так вот нам сейчас приходится прорываться, чтобы просто элементарно почтить память наших. Далее в программе. Россия отправила дополнительные танковые соединения в Сирию. Турецкие СМИ разглядели на российских кораблях замаскированные танки новейших моделей. Разгон митинга в Алма-Ате. Арестованы и его участники, и журналисты. Власти Казахстана расправляются с противниками раздачи земли иностранцам. Брат, объясните, за что меня задержали? Кто мне объяснит? Освободите меня! Самый странный и невероятный танец в мире. Кыргызские танцоры вышли в полуфинал популярнейшего британского телешоу. Россия, возможно, усиливает свою сухопутную группировку в Сирии. Турецкие СМИ обнаружили на одном из военных российских кораблей, идущих через пролив Босфор, замаскированные танки последних моделей. Между тем, в самой Сирии продолжаются авианалеты и ракетные удары по позициям исламистов и умеренной сирийской оппозиции. Накануне был нанесен авиаудар в провинции Идлиб, часть которого пришлась по местной тюрьме. Бомбардировка вызвала хаос среди заключенных, многие из которых погибли. Активнее атаковать позиции террористов из ИГИЛ стала Турция, которая до последнего времени почти не предпринимала никаких действий в отношении джихадистов. Турецкие военные заявили, что нанесли мощный ракетный удар, в ходе которого неподалеку от турецкой границы на сирийской территории было убито сразу 55 боевиков так называемого исламского государства. Свои действия турки объяснили возмездием за обстрелы турецкого города Килис. Тем временем в сирийском Алеппо, где установилось относительное затишье, местное население пытается самостоятельно восстанавливать разрушенные дома и гражданские объекты, больницы, магазины и школы. Все надежды возлагаются на то, что режим тишины продлится хотя бы еще какое-то время. Мы возобновили работу. Мы все восстанавливаем, но я боюсь, что следующая ракета уничтожит все, что мы успели сделать, или убьет кого-нибудь. Я надеюсь, что это соглашение о прекращении огня будет долгим, и что весь мир увидит, что мы невиновны. Мы хотим работать, а наша страна нуждается в больнице. А в Древней Пальмире, освобожденной от боевиков ИГИЛ, продолжилась серия культурных мероприятий, начало которым положил симфонический концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Местные сирийские музыканты так воодушевились этим выступлением, что решили продолжить дело своих российских коллег. Подробности в репортаже Рейтер. Руины древней Пальмиры, почти год находившиеся под контролем боевиков запрещенной в России группировки «Исламское государство» и отвоеванные у них в марте, вновь погрузились в музыку. Спустя день после того, как на амфитеатре играл оркестр Мариинского театра под управлением Гергиева, здесь состоялся новый концерт. На этот раз выступили местные сирийские коллективы. Концерт, посвященный памяти погибших в ходе гражданской войны, назывался «Ворота солнца». Перед зрителями предстали несколько оркестров, ансамблей и хор. Печально видеть Пальмиру такой разрушенной, говорит певица из хора. Но мы верим в то, что все районы Сирии будут освобождены, и мы сможем восстановить страну и сделать ее еще лучше. По данным местных изданий, послушать выступления сирийских коллективов пришли около 1000 человек, в том числе российские военнослужащие. В поселке Красногвардейский Свердловской области ветеран труда и вдова солдата, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны, вот-вот лишится дома. Избушка, в которой она живет, давно покосилась и требует ремонта. Но местные власти накануне 9 мая предложили ей вместо положенного нового жилья небольшой участок Уральской тайги. Екатерина Пономарева расскажет подробнее. Вот фундамент сама заливала. Давно? Да лет 5, наверное. А если бы ждала чьей-то помощи, продолжает Донна Ивановна, давно бы уже осталась без крыши над головой. Соседская половина дома давно обвалилась и медленно тянет за собой ее избушку. Крыша протекает, зимой промерзают стены. На пенсию в 11 тысяч все не починишь. Ходили, смотрели, обещали, а что обещание-то? Это к ней приезжала комиссия из чиновников оценить состояние жилья и признать аварийным. Что кажется очевидно. Пол прогнил, удобств нет, крыша течет. Но специалисты решили, жилье нормальное, и предложили бабушке помощь из бюджета на ремонт взять лесом. Видимо, в честь 9 мая. Я, конечно, этим была очень удивлена. Человеку, которому
За 90 как можно предложить делянку леса? Что может бабушка 90 лет сделать с делянкой леса? Это решение в районной думе и администрации удивило разве что депутата от партии пенсионеров Раису Горееву, которая хлопочет за старушку. Новый дом в районе можно купить за 100 тысяч рублей, но денег на это в бюджете почему-то нет. Кто выделит? Ну вы, допустим, найдете? На каком основании? У нас существует смета расходов, которая утверждается в конце года на следующий. Хорошо, нет оснований, давайте найдем. Доне Ивановне 91. Она ветеран труда, в войну на тракторе пахала, потом всю жизнь санитаркой в больнице. И вдова участника войны, к тому же. Им по закону положено жилье. Муж воевал и без вести пропал. То есть статуса вдовы у нее нет. То есть у нас нет основания поставить ее на какую-то льготную очередь на приобретение жилья, на улучшение условий проживания. Ладно, допустим. Тогда, может быть, всей администрации привезти таки делянку леса и сделать ремонт. А работниками вы тоже готовы помочь, например? Работниками? А откуда мы возьмем работников? Если у нас даже в статусе, только нет в штате, дворник, который на все гектары нашей территории прибирается. Откуда у нас? Донна Ивановна по извечной традиции во всем винит набитые карманы властимущих. Тебе в карман кладут. Я так думаю. Ну это нормально? Ну, а что ненормально-то? Сами себя обеспечивают, а работяга как хочет. Пока что к этому Дню Победы ей домой принесли поздравительную открытку и пакет замороженной рыбы путасу для кошек. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени». Власти Казахстана расправляются с противниками раздачи земли иностранцам. В День защитника Отечества в Алма-Ате были задержаны около 20 граждан, пришедших на площадь республики, чтобы выразить свой протест против поправок в Земельном кодексе. После массовых митингов в стране президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наложил мораторий на эти поправки. О том, что очередная протестная акция пройдет в Алма-Ате 7 мая, активисты объявили заранее. Какие меры приняли власти города, чтобы предотвратить выступление? В репортаже Дмитрия Белякова. Алматинские полицейские выставили кордоны по периметру площади Республики. Они останавливали всех граждан, направлявшихся в сторону Монумента Независимости, проверяли документы, а после по каким-то им одним понятным причинам некоторых задерживали. Я Сайлау Лепесов, жилтоксановец. Меня задержали. Это провокация. Ранее гражданские активисты предлагали провести в Алма-Ате массовую акцию против введения частной собственности на земли сельхозназначения и их длительную аренду иностранцами. 26 апреля, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Нурсултан Назарбаев назвал провокаторами всех, кто неверно трактует поправки в Земельный кодекс, и заявил о неотвратимости наказания. Шумят не те, кто с трактора слезли и пробежали, или чабаны с лошади слезли и приближали на площадь, которые понятия не имеют о сельском хозяйстве. И не знают, где эти земли вообще находятся, если они там. Однако уже 5 мая президент Казахстана приостановил действие поправок, вызвавших народный протест. И риторика властей резко изменилась. Тревоги и заботы людей во многом оправданы. Если наши люди, казахстанцы, не понимают и не доверяют принятым этим решением, значит, это неправильно. Мы же для людей делаем это все. Мобильные операторы 2 суток рассылали казахстанцам СМС, в которых говорилось о моратории. Тем не менее, городские власти решили подстраховаться, и утром 7 мая несколько активистов задержали около их домов и отвезли в полицейские участки. Туда же были доставлены и задержанные на площади. Защитим нашу землю! С пришедшими на площадь журналистами представители власти вели профилактические беседы и уговаривали покинуть это место. Многие предпочли прислушаться к советам, а репортера Азатыка Нуртая Лахан, продолжавшего работать, задержали полицейские. Брат, объясните, за что меня задержали? Кто мне объяснит? Освободите меня! После 2-3 часов в участках все задержанные были отпущены. Никто из них не был оштрафован. Как удалось узнать в разговоре с представителями власти, основная задача силовиков – не допустить массового собрания на площади Республики в праздничный день. Равно как и в случае с земельными акциями протеста, задержания в Алма-Ате не были отражены в государственных СМИ. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время.
Кыргызская деревня с символическим названием Коминтерн прославилась тем, что в ней никогда не было воды. Ее жители вынуждены покупать. Цистерна воды обходится сельчанам примерно в $6. Кто и как строит бизнес на отсутствие воды в одной из самых богатых водными ресурсами центральноазиатских стран, расскажет Дибек Бигалиева. В своем селе Сапарали самый важный человек. Без него не проходит ни один той, и даже уехать в город он может не дольше, чем на день. Сапарали – продавец воды. Сколько он себя помнит, в Коминтерне воды никогда не было. Коммунисты построили здесь школу, дороги, а вот воду провести не успели. Ее сельчане теперь покупают. Цистерна – 400 сомов. Это почти $6. Привезти сюда воду стоит 400 сомов. 60 сомов отдаем у скважины за то, что наливают, 200 сомов за бензин. Мне остается 150 сомов, это где-то $2. Надо еще запчасти купить, детей кормить. К бывшему учителю Саурбеку водовоз приезжает раз в месяц. Воду в каждом доме набирает вот в такие резервуары. Как бы пенсионер ни старался, расходовать ее меньше не получается. Зимой расход воды увеличивается. Скотину держим в деревне, а ее надо поить. Тратим 1000–1500 сомов. Приходится экономить. Использованную один раз воду не выливают. В деревне хорошая хозяйка умеет расходовать воду с умом. Стараемся брать воду из арыка, отстаиваем и стираем в ней. Чистую воду используем дважды, не выливаем. Иногда моем в ней платья, ковры и паласы. А вот в бедных семьях вода действительно на вес золота. Есть такие, кто растягивает ее запасы на несколько месяцев. Приходится делать им скидки, ну или вообще привозить воду бесплатно. У некоторых не бывает денег, просят в долг. Конечно, в таких случаях уступаем. Иногда долг возвращают, иногда приходится самим напоминать. Вот так и служим народу. Примерно раз в 5 лет власти обещают решить проблему. Однако в Коминтерне чиновникам не верят. Еще в 90-х сюда вроде как провели воду. На открытие приезжали с телевидения, говорят, был даже сам президент, но у колонки, местные прозвали их акаевскими, так и не заработали. Показуха. Эти колонки просто выставили на показ, хотя пользы от них никакой не было. Мы даже одной пиалки воды не набрали оттуда. Сейчас за бесплатно ничего не дают. Нет денег, нет воды. Дибек Бигалиев, Азат Антымаков. Настоящее время. Джалалабадская область. Кыргызстан. Кыргызская танцевальная группа «Тумар» прошла в полуфинал одного из самых популярных английских телешоу «Британия ищет таланты». Участники из Кыргызстана там участвовали впервые, но сразу же поразили зрителей и членов жюри. Один из них, актер и продюсер Дэвид Уильямс, назвал это выступление одной из самых странных вещей, что он видел. Танцоры удивили пластикой. Один из них смог развернуть свое тело на 180 градусов. Группа «Тумар» давно известна за пределами Кыргызстана. Ее руководитель Атай Омурзаков занимал высокие места на международных конкурсах в Словакии, Турции, Германии, Украине и Франции. И вот теперь Британия. Полуфинал телешоу состоится в конце мая. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.